Надо признать, что мусора действительно стало намного меньше, но только в центральной части города. На окраинах бытовые отходы как лежали в кучах, так и продолжают лежать. Правда, кое-где все же уборка идет. Мы сейчас находимся по улице Винокурова, 37, район, где обслуживает управляющая компания «Теплоэнергия». И как видите, что компания работает и выполняет свои обязательства перед жителями. Конечно же, есть вопросы другим компаниям, которые, скажем, в силу разных причин не вышли, не убрались до конца. Такие компании, как Артикострой, Туймада. Но мы с них тоже, как говорится, не слезем. Работать будет и административная комиссия. Несмотря на морозы и праздники, в Сайсарском округе бригада из 4 человек с 2 грузовиками и погрузчиком уже 4-е сутки продолжает выполнять наказ главы города. Вывезено где-то машин 9. Это по 9 или по 6 кубов машина получается. За 3 дня, да? Ну где-то так, ага. И продолжите работу до какого? Пока все не уберем. В ходе объезда мы посетили и многострадальный дом по улице Халтурина, 67/1. Еще 30 декабря в доме пропало водоснабжение, а в ночь с 1 на 2 января произошел прорыв системы теплоснабжения. Как оказалось, ситуация не изменилась, но хотя бы начали откачивать воду с подъезда. И туда. Вот. А вон там местами у нас 2,5 метра. Вот мы полы стелили с мужем, мы специально лаги прибивали к стенке. Потому что по-другому, если первые полы идут, то вторые хоть останутся. Весной вы приехали, вот весной приезжайте в апреле где-то, когда начинает оттайка. Увидите, что у нас будет полы вот так, вода. Жильцы вынуждены сливать воду, поскольку горячая вода с ТЭЦа просто сюда не доходит. Во всем виноват трескучий мороз. Как только компания, которая обслуживает, как только температурный режим позволит, это получается меньше 40, чуть выше 30 градусов. При стабильном сохранении такого температурного режима работа, которая требуется, будет выполнена. Проблема, она ежегодная, и там требуются большие капиталовложения. Таким образом, представители окружной администрации обещают решить проблему многострадального дома, а уборка Якутска продолжается. Заметим, что в период с 3 января по сегодняшнее число из столицы республики вывезено более 13 тысяч кубометров сухого мусора. Виталий Абрамов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.